Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Ежедневно в Якутии новой коронавирусной инфекцией заболевает уже более 100 человек, а по стране этот показатель составляет порядка 11 тысяч. Можно ли предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции? Кому показана компьютерная томограмма? Помогут ли БАДы и народные средства в борьбе с ковид? И какие меры профилактики наиболее эффективны? Об этом нам сегодня расскажет гость нашей программы. Это пульмонолог, научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Алексей Никишенков. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте напомним нашим телезрителям, люди с какими хроническими заболеваниями в группе риска по ковид и для кого коронавирус может вызвать наиболее тяжелое течение болезни? В первую очередь, самое тяжелое течение болезни мы наблюдаем у людей, у которых есть сочетание пожилого возраста, сахарного диабета и лишнего веса. Вот эти три сочетания достаточно часто протекают очень-очень тяжело. И, естественно, люди, которые уже имеют сердечную недостаточность или дыхательную недостаточность на фоне каких-либо заболеваний, у них, естественно, заболевание будет протекать труднее. Но вот если у человека появились все-таки симптомы ковид, это высокая температура, отсутствие обоняния, кашель, слабость, но тем не менее ПЦР показывает отрицательный результат. Что в этом случае нужно делать? Во-первых, конечно, не паниковать, потому что вот эти все симптомы, они специфичны не только для коронавирусной инфекции. Такие симптомы могут наблюдаться и у любой другой острой респираторной вирусной инфекции. Но и мазок может быть отрицательный, смотря в какой день он был взят, потому что наиболее информативны будут первые дни от начала симптомов. И, конечно, отрицательный мазок в ряде случаев полностью не исключает наличие новой коронавирусной инфекции. Поэтому в любом случае нужно обратиться к врачам, которые смогут более точно отдифференцировать эти заболевания. Но если говорить о компьютерной томографии, то кому она показана обязательно, а кто может обойтись и без этого исследования? Если симптомы достаточно легкие, нету высокой лихорадки выше 38-39 градусов, и человек, в принципе, молод, то сразу бежать делать компьютерную томографию, я думаю, не стоит. Все-таки больше это показано для людей, у которых держится высокая лихорадка в течение 3-5 дней. Люди, у которых наблюдается сильный кашель, и у которых тем более появилась одышка. Здесь, конечно, в первую очередь нужно делать компьютерную томографию. У нас в стране уже началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь, конечно, будут прививаться врачи, но скоро вакцина будет доступна и населению. Кому лучше привиться в первую очередь? И лично вы намерены ставить вакцину от коронавируса? Привиться лучше, конечно, людям в первую очередь из группы риска, которую мы вначале озвучили, это пожилой возраст, наличие сочетания сахарного диабета, какой-либо дыхательной, сердечной недостаточности, конечно, им нужно прививаться в первую очередь. Также нужно привиться людям, у которых нет активного иммунитета. То есть те, кто переболел, они должны иметь сформировавшийся иммунитет, а те, кто не болел, у них этого иммунитета нету, то, в принципе, всем нужно прививаться. Но в первую очередь людям из группы риска. Я, или к сожалению, или к счастью, уже переболел новой коронавирусной инфекцией. Это было в легкой форме, и по результатам крови на антитела у меня достаточно хороший иммунитет, и поэтому прививаться мне уже не стоит. Но бытует мнение, что БАДы, витамины, народные средства, закаливание и дыхательная гимнастика могут помочь не заболеть коронавирусом. Если заболел, то легко его перенести. Так ли это? К сожалению, это не так, и ничего из перечисленного не поможет не заразиться. И также нету специфической лекарственной профилактики. То есть прием каких-либо противовирусных или повышающих иммунитет препаратов
перед коронавирусной инфекцией, да, для, так скажем, профилактики, этого не существует. И заболеть может каждый, и в любом возрасте, с любым телосложением. Это и подтянутый мужчина, да, и красивая девушка. Никто не защищен, и никто не знает, как прогнозировать это. Но по статистике, опять же, наиболее тяжело болеют люди, которые, как правило, ведут нездоровый образ жизни, которые курят, у которых есть заболевания дыхательной системы из-за этого и так далее. То есть те, кто придерживается здорового образа жизни, там, закаливания, ежедневные какие-то физические тренировки, тот, конечно, перенесет это заболевание в более легкой форме. Но от заражения, к сожалению, никто не обезопасен. Ну вот вы, как человек, испытавший COVID-19 на себе, что можете посоветовать тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией? Ну, смотря в какой форме болели, да, если это была легкая форма, то, в принципе, по большому счету, как и обычная ОРВИ, переболели, и все, нужно радоваться. И можно сдать анализ крови на антитела, посмотреть, насколько хорошо сформировался иммунитет. А если, к сожалению, это было в тяжелой форме с развитием дыхательной недостаточности, и в первую очередь коронавирусная инфекция, она опасна для легких, да, поражение легких с последующим развитием фиброза, у тех, конечно, может наблюдаться еще длительный восстановительный период. И мы это время наблюдаем примерно 4-6 месяцев, когда человеку еще может быть, конечно, тяжеловато дышать. В ряде случаев необходимо продолжить кислородотерапию даже дома. Ну, а в целом человек должен хорошо, полноценно питаться, обязательно и мясо, и рыба, и овощи, потому что нужны витамины и питательные вещества для восстановления. Также необходимо соблюдать достаточно хороший питьевой режим. Немаловажным будет крепкий сон, да, потому что именно во сне человек по большому счету восстанавливается. У тех, у кого было достаточно сильное повреждение легких, будет полезно проведение дыхательной гимнастики. И уже не в острой форме, да, уже немножко пройдя по времени, можно обратиться к физиотерапевту для назначения физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры, там различные виды массажа уже с такой восстановительной целью. Расскажите подробнее, какие последствия может иметь для организма перенесенная коронавирусная инфекция, могут ли развиться в хронические именно заболевания сердца, легких и других органов, и какие исследования пройти, чтобы исключить какие-то дальнейшие риски? Да, к сожалению, есть у этого заболевания и последствия. Ну, в первую очередь, так как оно поражает легкие, это, конечно, осложнение на респираторную систему. И наиболее частым осложнением после достаточно сильного повреждения легких является фиброз легких. Об этом будет свидетельствовать одышка, снижение сатурации. Есть такой прибор, называется пульсоксиметр. Он выглядит как прищепка на палец, измеряет количество кислорода, который в этот момент находится в организме. Вот снижение показателей этого тоже будет свидетельствовать о дыхательной недостаточности. Ну и, конечно, золотым стандартом диагностики фиброза легких является компьютерная томография. Ну и врач, который будет осматривать пациента, он может услышать характерный аускультативный признак легких, называется крепитация. И также вторым, наверное, по наиболее частому последствию, да, является осложнение на сердечно-сосудистую систему с развитием миокардитов и перикардитов. Об этом будет свидетельствовать болезненность в области сердца, может быть сниженное давление, какая-то непонятная, очень сильная слабость. Для этого нужен осмотр кардиолога, выполнить хотя бы электрокардиограмму. В ряде случаев необходимо будет проведение УЗИ сердца, эхокардиография. Ну, наверное, это наиболее часто.
Ну а какие факторы, на ваш взгляд, будут определяющими и какие меры наиболее эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией? Ну, наверное, не стоит надеяться на лечение, да, по большому счету, потому что лечение, оно все-таки такое сопутствующее. Нету, до сих пор не разработано какое-то эффективное противовирусное средство против коронавирусной инфекции, то есть которое вот со стопроцентной надежностью можно сказать, что приняв это лекарство, эта болезнь отступит. Поэтому определяющим, на мой взгляд, будет профилактика заражения, то есть разрыв цепи передачи вируса. И, конечно, те, кто заболел, должны изолироваться, да, чтобы не заражать окружающих. Это, конечно, использование индивидуальной маски. Но эффективность маски, конечно, будет более высока, если соблюдать все правила ношения маски. То есть частая смена, достаточно плотное прилегание маски и ни в коем случае не дотрагиваться до маски руками, да, перенося это потом на лицо и глаза. Также эффективным будет дистанцирование между людьми и, конечно, частая обработка рук и антисептиком, и мытье с мылом. И, допустим, риск заражения, он зависит от концентрации вируса, который попадет в организм. То есть, если больной человек без маски чихнет на здорового человека без маски достаточно близко, то там риск заражения 90-95%. Но если оба эти человека будут в маске и, допустим, находиться друг от друга в 2 метрах, то риск заражения резко снижается и там составляет 5-10%. Поэтому это достаточно эффективно, и это будет, наверное, основополагающим в профилактике. Алексей Михайлович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью». О лечении и профилактике COVID-19 нам рассказал пульмонолог, научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Алексей Никишенков. До встречи в эфире.